Грация, четкость и тонкий подход в каждом движении рук. Участники не только сильны в своих специальностях, но и творчески одарены. Ответственно подошли как к подготовке площадок для проведения соревнований, так и к торжественному открытию регионального чемпионата «Молодые профессионалы». И вот она, красная кнопка отсчета. Старт 7-му этапу в регионе дают победитель международного чемпионата WorldSkills, вице-премьер и министр образования Ингушетии. 3, 2, ура! Старт! 5 из 16 компетенций, заявленных у нас в регионе, проходят в топливно-энергетическом колледже. В дизайне, разработка, малярные и декоративные работы, сухое строительство и штукатурка, электромонтаж и навыки мудрых. Мастера на все руки готовились к соревнованиям долго и усердно. Понимали, упорство и отточенные практические навыки здесь пригодятся. Ведь только на одной этой площадке WorldSkills собрал 25 сильнейших участников республики. К шуму станков, пилы и другого оборудования здесь придется привыкнуть. 3 дня он будет доноситься из каждой аудитории. На этой площадке борются в компетенции малярные и декоративные работы. 5 студентов из разных СУЗов республики. У каждого участника своя кабинка. Никто не отвлекает, не подсказывает и не переступает их территорию. Алисхан Катиев, студент 1-го курса, эту специальность выбрал сам. А участие в соревнованиях для него возможность показать на практике свои профессиональные навыки. Делаю шкурку, потом я буду полировать грунтом и буду шпаклевать дверь. Самое главное – это умение и спокойствие, не отвлекаться на других. WorldSkills стал самым ожидаемым мероприятием для молодых профессионалов. Поздравить с открытием чемпионата и пожелать удачи участникам приехали и представители правительства, Минобра, МРСК и других ведомств региона. С каждым годом количество соревнующихся растет, как и число желающих освоить рабочие профессии. Люди, которые умеют делать свое дело профессионально, с умением, со знанием, они всегда нужны. Они были нужны, они сейчас нужны, они будут нужны. На них спрос всегда будет. Участие в таком статусном, серьезном региональном уровне чемпионате – это уже достижение, с которым я вас уже поздравляю. Но впереди тяжелая борьба, испытания. Я хочу вам пожелать успехов, удачи, упорства и, конечно же, побед. Участники занимают свои позиции. Как правило, рабочие профессии в основном выбирают парни. Но Амина Пугоева ломает стереотипы. Девушка уже 3-й год осваивает профессию электромонтажа. Бороться за звание лучшей придется с электриками из других СУЗов. Только здесь не время проявлять джентльменство. Ведь каждый из ребят прошел многоуровневый отбор. Положить кабель-канал, делать углы, потом проложить освещение, потом насос-станцию, потом программирование делаю через компьютер. А соревнования по компетенции сухое строительство и штукатурные работы в этом году в Ингушетии проходят впервые. Участникам необходимо за 3 дня выполнить 4 модуля. На сборку конструкции дается 8 часов. Далее шпаклевка, установка металлических уголков, работа с гипсом. А в завершение воплощают свои индивидуальные видения, креативные идеи. Каждый модуль у нас отделивается отдельно, оценивается по отдельным критериям. То есть здесь участники выполняют конструкцию, строят конструкцию по размерам, то есть, естественно, будет замеряться размерный ряд, то есть должны соблюдены быть технические параметры, это как вертикальность, горизонтальность, должны быть обязательно прямые углы, да, техническая, как выполнена работа, то есть должны быть соблюдены все технические соответствия по каждому модулю. С критериями оценки не понаслышке знаком Имран Тачиев, тренер национальной сборной по компетенции сухое строительство и штукатурные работы. В прошлом году он стал золотым медалистом 45-го мирового чемпионата WorldSkills. Путь к победе был долгим, вспоминает Имран. Занимался и готовился 4 года. Считает, если у молодых мастеров есть желание и стремление, то результат непременно будет. Победа, на самом деле, именно в таких чемпионатах дает, именно открывает очень много дверей именно в плане профессиональных, в плане дальнейших работ, именно развиваться именно в чем-то, вот, в какой-то деятельности определенной. И есть очень много перспектив не только в российском уровне, есть и на международном уровне. Отвлекать участников от работы запрещается. Все площадки огорожены. Высококвалифицированные специалисты делятся. При грамотной подготовке мастеров ничто не может отвлечь. В течение 4 часов участникам дается только 2 перерыва по 15 минут. Словом, правила жесткие, как и критерии оценки. За порядком и качеством выполнения заданий на каждой площадке наблюдают
наблюдают эксперты из разных субъектов страны. Оценку их работ те эксперты, которые вот сейчас у нас работают здесь, аккредитованы вот как раз своей образовательной организацией. Сами понимаете, оценка – это результат. То есть насколько качественно и грамотно была проведена оценка, соответственно, мы трезво можем оценить результат, тот, который показывают участники. Еще есть такая интересная история о том, что в процессе формирования заданий, соответственно, критериев оценки, мы, как движение WorldSkills Россия, закладывали ту планку, которая связана с отношением, скажем так, насколько близко наши ребята к мировым стандартам, которые существуют в данной профессии. Продемонстрировать свое мастерство на этом чемпионате может не только молодежь. В компетенции навыки мудреца за звание победителя борются предпенсионеры, сотрудники МРСК с многолетним стажем. Соревнование 50+ будет проходить один день, 8 часов. В рамках задания будет 3 модуля – монтаж, программирование и поиск неисправности вот в этом щите. Один из участников, Юсуп Фаргиев, с электросетями на «ты» уже более 30 лет. Считают, что такие мероприятия помогают заинтересовать подрастающее поколение важными и востребованными в наше время рабочими профессиями. Мне сейчас главное заинтересовать молодых специалистов, учеников, чтобы у нас в Ингушетии молодежь были задействованы в электрических сетях, чтобы не ездили в другие города, нам будет проще детей учить у себя дома. В этом году WorldSkills объединил более 200 участников. Благодаря таким конкурсам рабочие профессии с каждым годом набирают популярность. Выпускники все чаще поступают в СУЗы. Мы планируем сделать студенческую бригаду такую, по этим направлениям, взять какой-нибудь строительный объект. Если у нас штукатурщики свои, маляры свои, электрики свои, сантехники свои, почему бы нет? Студенты и практика будет, и государству будет выгоднее. Работодатели, которые посетили сегодня вот, в течение 3 часов, я бы взял на работу вот такие специальности. Региональный чемпионат WorldSkills продлится 3 дня. Соревнования параллельно проходят еще на 6 базовых площадках. Они открыты в Назрановском аграрном техникуме, колледже сервиса и быта, Ингушском политехническом, пожарно-спасательном колледжах и детском технопарке «Кванторио». Диана Дударова, Асхаб Белакиев, Новости 24.